А ты где телефоны чинишь? В часпике. О, круто, я тоже их знаю. Сзади микрофон есть, это не просто дырочка. Это лично мой телефон запасной. Схитрил, думал, типа не заметил, вот такие, я все знаю. Если как бы вот воткнул, тут тоже не надо торопиться. Друзья, всем привет! На связи сервисный центр Час Пик. И сегодня мы с вами поговорим о том, как же проверить БУ телефон на работоспособность, если вы покупаете БУшку, чтобы проверить, как это функционирует, все ли хорошо и все в порядке. И как всегда у нас Сергей, мы будем доставать тебя. Пожалуйста. Давай, показывай. Сегодня мы посмотрим, продолжим тему, грубо говоря, покупки бэушного телефона с площадок, таких как Авито, возможно, либо по знакомству где-то вы там нашли и хотите купить телефон. То есть по-быстрому, что там, на улице где-нибудь встречаемся, минут 15-20 у нас есть телефон проверить. То есть начинаем, включаем его. Он у нас включен, вставляем сим-карту. Обязательно рабочую, чтобы проверить на другом устройстве то, что она работает. Либо свою все равно будете включать. Сейчас он у нас должен поймать сеть. Вот. Все, Теле2 поймал, 3G поймал, то есть интернет у нас все с вами работает. То есть первым, получается, проверяем работоспособность динамика и микрофона. Конечно, начнем. Все снимаем как есть. Вот у нас звонок поступает, то есть мы слышим то, что основной звонок у нас не дребезжит, не трещит, все нормально слышно. Взяли трубку, секунду пошли, проверяем. Алло. Все нормально слышно, микрофон работает, слуховой динамик работает. Дальше проверяем. А громкую связь? Громкую связь. Алло. Громкую связь, как сказать, видишь, из динамик основной, из которого у нас музыка при звонке не играет, у нас громкая связь тоже через него. Все, понял, понятно. Так, вот тут самый такой нюанс, сразу говорю. То есть все проверили, такие, да, все нормально работает. А датчик приближения-то кто будет проверять? Потом ходите, жалуетесь, что у вас что-то не работает. То есть у каждого телефона есть датчик. То есть, когда мы к уху прикладываем, он гаснет. Тут у нас все нормально работает. Камеры, сторис снять, видосик снять, все мы это любим. То есть заходим в камеру, фронтальную камеру. Привет, помаши. Так, камеру проверили. И люди тоже тут ошибку делают. Камеру проверили, дальше не идут. Нам еще надо проверить запись. То есть сейчас на многих новых марках телефонов, на современных, это вот раньше у нас там, сейчас, подожди. Это лично мой телефон запасной. Всегда держу, потому что в новых гаджетах не всегда есть уверенность. Так, от мысли ушел. Тут у нас один микрофон. На всех новых телефонах их идет 2, 3, 4, может быть. На 5S у нас идет основной микрофон. То есть то, что когда мы разговариваем. Сзади микрофон есть, это не просто дырочка. Кто-то там иногда говорит, считает так. Это у нас идет второй микрофон на основную камеру. То есть, когда мы снимаем видео, у нас записывается весь звук через этот микрофон. Когда мы снимаем на фронтальную камеру, и также, когда мы разговариваем по мессенджерам типа FaceTime, что у нас там еще, Viber, Telegram, WhatsApp, да. У нас вся запись идет через фронтальную камеру, и то есть тут, где динамик, тут еще есть тоже микрофон на фронтальную камеру. То есть заходим в видео, чтобы конкретно проверить, нажимаем запись. Раз, два, три. Короткие видео достаточно. Переключаем камеру и снова запись. Привет, как дела? А ты где телефоны чинишь? В часпике. О, круто, я тоже их знаю. Отличные ребята. Это была рекламная интеграция, незаметная. В своих видосах имею полное право. Так, все, проверяем. То есть вот запись.
Привет, как дела? А ты где телефоны чинишь? В Часпике. Круто, я тоже их знаю. Отличные ребята. Это была реклама. Хоть где-то я за рекламу не заплатил. Да? Так, теперь основное. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну то есть все, убедились. Да. Микрофоны все работают. Микрофоны работают, камеры работают. Так, кнопочка центральная у нас на 5S, она идет с отпечатком. То есть заходим в меню, у нас тут есть пункт Touch ID и код пароль. Добавить отпечаток. Прикладываем палец, и он его считывает. Что, значит, Touch ID тоже работает? Вот надо полностью проверять. Иногда бывает то, что он может начать считывать, но до конца не будет и какую-нибудь ошибку выдаст. То есть не ленитесь, не торопитесь, лучше проверить. Это как бы ваше вложение, вы вкладываете свои деньги, и тут торопиться не надо. Как бы покупатель не хочет ждать, пускай идет, продает другому. По-быстрому проверите, а потом мало ли что-то не работает. И Сережа, помоги, Часпик, помоги. Так, и какие еще этапы есть? Все, Ну, в принципе, то есть, это вот основные. я отпечаток сейчас ввел, Угу. нажимаем, все, он считал, написано разблокировано, все, открывает. Дальше любим где-нибудь в кафешке посидеть, свой трафик интернета мы пользовать не будем, мы, конечно, подключимся к халявному Wi-Fi. Заходим в Wi-Fi, проверяем Wi-Fi, то есть вот показывает нам списки, и тут тоже опять надо попытаться подключиться, потому что иногда он может показывать, но при подключении писать сбой. Это проблема с микросхемой Wi-Fi. Ну, то есть желательно встречу проводить, если вы покупаете услугу где-нибудь в кафешке, где есть бесплатный Wi-Fi, чтобы можно Если было... ты даже не один, а с кем-то с друзьями, сейчас на любом телефоне у нас есть функция режима демо. То есть ты можешь раздать, и все это будет видно. Но лучше, вот то, что ты правильно сказал, где-нибудь в кафешке. К чему это? Сейчас сформулирую мысль. Wi-Fi это у нас та же самая сеть, как, ну, то, что МТС, Теле2, где-то он ловит плохо, где-то хорошо. То есть радиус какой-то есть. То есть у этой же микросхемы, то есть если ты стоишь рядом, он у тебя, конечно, поймает, а в кафешке же не у каждого стола там Wi-Fi подключен. То есть ты сразу поймешь по шкале, то есть вот поближе сделай. То есть вот мы видим то, что уровень сигнала, то есть черненький, значит хорошо очень ловит. Где чуть меньше, значит Wi-Fi роутер, ну, где-то вдалеке. То есть вот этот Wi-Fi роутер от нас сейчас, грубо говоря, метров 15, наверное. Да. Ну, возле входа. То есть все, подключились, проверили, то есть связь идет. Заходим обязательно куда-нибудь в интернет, чтобы проверить, чтобы он нам что-нибудь открыл, то, что соединение реально проходит. Так, начнем. Динамики проверили. Пройдемся по кнопочкам. Кнопки громкости, переключение виброрежима. Так, у нас работает. Так, что нам еще можно проверить? Так, ну, видишь, на экран нажимаем. Тут, видимо, у нас еще аккумулятор сдулся. Еще раз покажи. Вот, когда нажимаешь, появляется как будто там внутри. Ага, Кто-то там есть внутри, к нам пришел чужой. Так. Это из-за чего? Аккумулятор, скорее всего, сдут. Ну, не То есть скорее получается всего, аккумулятор изнутри давит на дисплей? Да. Вот с этим тоже не надо шутить. Сейчас, значит, будем его разбирать, менять. Так. Ну а в случае, если человек покупает с Авито, то есть получается он автоматически может попасть на замену батареи. Но если видно такое, то есть сразу там цену скидывай и смотри, где... Насколько можно скинуть цену примерно? Все зависит от модели, то есть на 5S хорошую батарейку, если будем ставить. С оригинальными чипами у нас, кстати, есть 1000 рублей всего будет. То есть там сразу торгуетесь, просите скидку на замену аккумулятора. Если вам продавец это заранее не сказал. Укрыл.
схитрил, думал, типа, не заметил, вы такие, я все знаю, я смотрел ролик у Часпика, как проверять технику. Да, еще и Так лайк что, там поставим. да, надо будет сходить к ним, спасибо сказать. Так, ладно, по делу. Нам надо проверить наушники, то есть разъем наушников и разъем зарядки. То есть в полевых условиях мы это сможем проверить с чем? Powerbank. Ты догадливый. Все, зарядка у нас идет. То есть конкретно как-то мы, как это сказать, стопроцентно понять, что телефон заряжается, мы не сможем, если как бы вот воткнул. Тут тоже не надо торопиться. Почему? Потому что у наших телефонов есть контроллеры питания, то есть он мог где-нибудь его отдельный аккумулятор зарядить, воткнуть, типа вот пришел телефон включенный, а по факту включаешь, он типа показывает зарядку, но по факту зарядка не поступает, не заряжает аккумулятор. И дело идет в контроллере питания. То есть тут поставили... То есть логичнее было бы сначала поставить на зарядку на Powerbank и параллельно идти проверять вот эти все аспекты, которые мы выше обговорили. Ну, либо так, либо чуть минутку За это время уже как бы можно понять. Да, то есть, чтобы хотя бы он 1% набрал. Ну вот, видно. То есть было 74, стало 75. Значит, аппарат все нормально заряжается. Так что вот таким вот методом, по таким поэтапным манипуляциям вы можете проверить телефончик, покупая его с рук. Ну, Можно сказать, в полевых условиях. да, в полевых условиях. Но если все-таки вы как-то что-то сомневаетесь, обращайтесь к нам. Да, всегда можете прийти по адресу Красноармейская, 133, город Сервисный Ижевск. центр Часпик и купить телефон с гарантией полностью проверенный. Вау. Всем пока! Пока-пока.